Дорогие друзья, добрый вечер, всем привет. Меня зовут Аза Авдали, и наш сегодняшний гость – народный артист России, один из самых известных дрессировщиков не только российского цирка, но и мирового. Это абсолютно правда. Его знают во всем мире, его знаменитый аттракцион, шоу обезьян. Он с этим шоу, в общем, гастролировал по всем странам, по всем крупным циркам мира. И всегда это был аншлаг, и всегда это был огромный успех, хорошая пресса и абсолютно приятные воспоминания у всех, кто видел эти его представления. Он лауреат первой национальной премии «Цирк». И это никто иной, как все вы знаете, Азиз Аскарян. Слушай, ну я очень рада тебя видеть. Спасибо огромное, что ты принял это наше приглашение встретиться, поговорить, рассказать о твоей карьере, о твоих успехах, о твоей жизни вот в цирке. И мы с огромным удовольствием будем внимать этому твоему рассказу. Ну, ты родился в Тбилиси, Да, конечно, Тбилиси. в многодетно-курдской семье. Ты не цирковая косточка, ты не династия цирковая. Как Обычно, тебя угораздило вообще попасть вот в это? И я знаю, что начиналось все твое вот это, так сказать, движение в сторону цирка с молодых лет, да? Когда ты с приобрел 8 животных и, лет я и вот мечтал о цирке. И читал. когда мечтал о цирке, посещал все представления цирков, которые приезжали в наш город Тбилиси. И мама водила меня в цирк на новые программы. Я больше и больше влюблялся в это искусство. Потом как бы заразился этой идеей, что я должен быть артистом цирка. И другой идеи у меня просто не было никогда в жизни. И к этому шел и дошел. Понятно. Но вначале я прочла, я совершенно обалдела, Азиз. У Да. тебя не просто появилась какая-нибудь там, я не знаю, птичка, собачка. Расскажи, ты же просто зверинец себе создал дома. Я объясню. Мы жили в полуподвальном помещении, у нас жило в квартире 11 человек, и плюс у меня жили мы молодые львята, обезьяны, Где собаки. ты их взял? Где ты их взял? Ну, приобретал. Львята купил тогда в Ленинграде, еще в зоопарке, малышей. Растил, выкормил больших красавцев. Вот. Ну и обезьяны у меня уже тогда уже были. Я молодые, я с ними репетировал, старался что-то делать. И когда приезжали какие-то артисты цирка из Москвы, я пытался им донести мою любовь к цирку и приглашал домой. Они приходили ко мне с удовольствием, когда видели наши условия, они были в шоке. Говорят, как так? Столько людей в семье, идеальная чистота, никакого запаха. Все мирно живут. Мы так мирно жили со всеми животными. Абсолютно идеальное состояние природы, да, когда человек и животные. Да. Ну, Да, конечно, это очень благодарен моим родственникам, моим сестрам, маме и папе покойным, которые помогали мне в этом и меня поддерживали. здорово как. Ну Да. и потом ты Ну и что сделал? потом, что я сделал? Обучился или что было? Ну, когда уже подрос, я писал письма в Москву, компанию «Союз Госцирк». Мне Так, приходили отказы, что он молодой, у нас хватает артистов, ну, типа, нет для меня места. Тогда я рискнул, написал письмо Юрию Владимировичу Никулину. На что смелый ты человек, смелый. он на меня, на мое письмо я отреагировал, написал мне ответ, что да, это интересно, да, неожиданно. Будьте в Москве, заходите в гости, поговорим, пообщаемся. Я тогда скопил небольшую сумму денег свою, вот и полетел по билету ученическому в Москву. Пришло к нему кабинет, он меня мило принял, усадил за стол, угостил меня чаем. Я рассказал все, что у меня есть, что творится, и показал все фотографии черно-белые, потому что тогда не было цветных, не было видеокамер у меня, не было телефона мобильного. Вот, я говорю, вам верю. Но вообще-то такие люди нам, как вы, нужны чокнутые. Я Слушай, вам... вот скажи, пожалуйста, Азиз, извини, я тебя перебью. И это ведь была высочайшая похвала из уст
Юрия Никулина услышать, потому что он сам был чокнутый, правда? Он вокруг себя собирал этих вот совершенно горящих профессий людей, и это правда было здорово. Он сказал, вот он все на «вы» разговаривал, я подумал и решил, что я буду вам помогать. Я ушел, от него не ушел, я полетел. Я полетел на улицу Горького в Москве, а там были таксофоны по 15 копеек. Я стал маме звонить, говорю, мама, Юрий Никулин меня согласился взять. Она говорит, да хватит врать, какой Никулин нужен. Мам, поверь мне, он мне дал слово, что он мне будет помогать и будет, меня заберет себе. Так и получилось. И вот ну что значит получилось? Как это получилось? Вот, ну... Я как раз приехал в Москву, как раз мы с ним договорились. Вот тогда в это время цирк на Цветном бульваре был на реконструкции. И в это время он помог меня и моих животных поместить в соседний город, Кострому, где я репетировал свой аттракцион, занимался этой работой, создавая его чуть-чуть. А когда открылся цирк в 1989 году, я туда переехал и вошел в штат московского цирка, когда еще не был назван Юрием Никулиным, просто московский цирк на Цветном бульваре. Да, слушай, я хочу тебе напомнить, может, ты помнишь, может, не помнишь. Я даже не помню, в каком это было году. Нази Ширай, великая Нази Ширай, гранд-дама советского цирка, она меня пригласила на какое-то мероприятие вот на Цветной бульвар. Прекрасный летний московский вечер. Весь бомонд цирковой, вся тусовка киношная, театральная. Может быть, это был юбилей Никулина, может, это был юбилей цирка, не знаю. Может, это было... В общем, я не помню. И она тогда познакомила меня с тобой. Вот я тебя увидел такой милый, худой, в общем, кучерявый. Но я хочу тебе, знаешь, что сказать? Вот я так рада, что у нас сегодня с тобой есть возможность вспомнить Нази тоже. Знаешь, и это абсолютная правда, что мы живы, пока нас помнят, да? Я ее, и мы с ней стали дружить. Я посещал часто в ее квартире. Мы часто ездили на ВДНХ, где она преподавала, там, в Белом театре, она создавала новые номера с молодыми артистами. Я с ней часто там ездил. Вот, так что у меня очень много воспоминаний об этой великой женщине и артистке. Она правда, Азиз, она великая, и знаешь, сейчас тоже так уместно сказать, вот есть такое выражение, что имеем не храним, потерявши плачем. Я так хочу, чтобы мы все курды знали, что вот была такая великая женщина, она правда была, она была уникальна, очень сложный человек, с ней не всегда легко было общаться, ты знаешь, да, но она была абсолютно справедлива, честна и чиста. И знаешь, что меня поразило в ней? Вот, ну, каждая страница ее биографии, она была сложная, трагическая, драматическая. Она в 5 лет осталась сиротой, да, на улице, никому не... 5-летний ребенок, слушайте. И она всегда помнила, что она курдянка. Вот, дорогие зрители, я хочу, чтобы вы тоже знали. Эта 5-летняя девочка помнила, что она назе, что она курдянка. И когда она уже выросла, стала цирковой артисткой, и приехала первый раз на гастроли в Армению, она попросила дирекцию цирка, чтобы ее познакомили с курдами. Для нее было, вот она потом мне уже рассказывала, что для нее было очень важно вернуться туда, откуда она была вышла. Ее познакомили с Аминой Авдалом и с Алье Джинби. Не могу без слез рассказывать. И она с ними очень дружила, и она каждый раз, приезжая в Ереван, в общем, они приходили семьями на ее представление. Так важно, чтобы мы все ее знали. Слушайте, если там кто-то не читал, не знает ничего про Нази, почитайте хотя бы в интернете, вот есть моя статья «Как хороши, как свежие были розы». Ну, это имя... Что? Самое интересное, что так получилось в жизни, что у меня мама ушла из жизни, дочка ушла из жизни. Оказались могилы моей мамы и дочки рядом с Нази Ширай. Это неожиданно, для меня было неожиданно. А вот, знаешь, в этой неожиданности есть смысл, понимаешь? Я когда посещаю могилу наших родственников, моей мамы и дочки, естественно, я захожу на могилу Нази. Вот и всегда вспоминаю ее голос, ее пожелание такое всегда. Она бывала на моих спектаклях.
дарила мне букет цветов красивых. Всегда сидела в левом секторе, любимое место у нее там было. Я знаю прекрасно все это. Помню, Да, помню. да, Светлая память, ей, конечно. да, это правда. Вот. Ну и ты начал сказать, что ты начал. Тебе Никулин предложил, что вот Да, львы это не твое. Давай нет, обезьян, не да? мою, потому что их очень много аттракционов, они как-то не востребованы, как сегодня, а вот не хватает больше юмора. Вот у тебя прекрасные обезьянки, я видел, и красивая работа. Ты сделала квартиру все, в маленькой квартирке, а на манеже это больше условия. Вот это Точно. твое, попробуй сделать с обезьяной. Да, да, Тогда да. Ну, помогать по-настоящему. Я прислушался его мнению, его совету, и я так поступил. Добрал животных, приобрел человекообразных обезьян, и на базе Московского цирка на Цветном бульваре я стал создавать с Юрием Владимировичем Никулиным, с режиссером моим прекрасным Виктором Плинером, мой аттракцион. Обезьяне слушай, шоу. но я знаю, что вот буквально весь производственный процесс ты никому не доверял, ты вникал во все сам, ты делал, пытался все сделать сам, да? Чисто режиссерской, чисто даже по костюмам. Ну да, конечно, спасибо Валентину Юдашкину, который подсказал мне одеть мою одну из обезьян под меня один в один. У меня была одета обезьяна-шимпанзе. У тебя прямо твои обезьяны одевались у Валентины Юдашкина? Ну, не все обезьяны, но одна обезьяна. Некоторые. Да, А да. это очень круто. Вот. Кстати, Валентину это понравилось, и он стал вникать в мою работу. Я подсказывал идеи со своей супругой Мариной. Они часто были гости моих репетиций, моих спектаклей. Мгм. Ну, подсказывали и помогали делать все бесплатно. Бесплатно. Вот что очень важно, правда? Очень Очень важно. важно. Я очень благодарен Вале. Он нашел мне образ красивый, который мне подходил под мою... Да, да, да. Он абсолютно такой точный. Мгм. Да, это он Да. сделал от души. Я очень благодарен этому человеку. Очень. Великий Скажи, художник. пожалуйста, вот, ну, обезьяны как бы максимально, так сказать, близки нам, да? Да. И насколько я знаю, ну, близкие, я, честно, про Дарвина даже не хочу говорить, ну, все это спорно, неважно. Но вот обезьяны, у них как бы в природе принято, чтобы, значит, вот стая имела бы вожака. Ты стал в этой стае вожаком, я так понимаю, да? Я не то, что думаю, я уверен, что я был вожак. Да, Я был папой для них всегда. Они знаешь, знали Алис, мой голос, они понимали мое настроение. Когда я приходил в обезьяне, где они проживали, они знали, если хорошее настроение у папы или плохое. Они все чувствуют, как дети, они все чувствуют. И начинают меня как-то обхаживать, целовать, обнимать. И поднимать настроение, конечно, конечно. И когда я говорю слово «мы идем на репетицию», это их очень радовало. Они любили идти на репетицию. Ну, это очень нравилось. знаешь, мне очень понравилось это вот название твоей книги, и вообще то, что ты сам, так сказать, себя назвал, потому что в этом есть очень высокая нота. Потому что, знаешь, ну, как брать на себя ответственность и, так Да. сказать, и чувствовать к ним любовь. Вот они тебя, ты их многому научил, правда? Они у тебя, ну, умели все, они у тебя танцевали, они у тебя там, я не знаю, какие-то делали очень сложные вещи, а ты у них чему-то тоже научился? Ну, я сужу, что они меня много в жизни учили. Ну, любить, как, допустим, Мгм. доверять, Доверять, да? доверять. Они этому учили меня всегда, и они очень чувствительные товарищи были. Они всегда, кто ко мне в гости не приходил, если человек приходит с настроением, с полной отдачей, то они принимали его как гостя нашего человека. А если что-то не нравилось в человеке, они категорически начинали возникать это присутствие у человека. То есть характер показывать, да? Конечно, конечно, конечно. Скажи, пожалуйста, а вот бывали случаи, вот в самый ответственный момент или какие-то, и вдруг они начинают хулиганить, или протест какой-то, вот Да, что-то бывало, такое бывает? бывало. У меня вот, кстати говоря, это редкий случай, когда в манеже у артиста, дрессировщика работают разнополые животные. У меня были и самки, и самцы. Да, Чего по закону цирка это не должно быть, потому что понимаешь, что может случиться.
Я этого не боялся. Наоборот, я позволял им любить, ухаживать, создавать какие-то свои семьи, свои планы и остальное. И в этом было вот мое доверие к ним, а их ко мне, конечно. И вот скажи, пожалуйста, вот эта работа дрессура, она была сложна для тебя? Они как-то шли тебе навстречу, они понимали, что тебе нужно? Конечно. Потом, значит, вот, ну, допустим, я как вот школьный педагог, изучая каждого моего малыша, вновь пришедшего ко мне, наблюдал, что это животное любит делать, что ему нравится. Когда они вот, даже играли в вольере, допустим, в вольере, бегали, они что-то показывают интересное для себя. Я фиксирую, что-то мне понравится, я фиксирую. И вот на этой основе, на этой ноте я начинал что-то от них просить. Сделала эту работу, которую я просил, мы получили они вкусные конфеты, допустим, что-то пожали. Вот только на доверии и взаимопонимании. И ты их баловал, да, я так понимаю? А, конечно, как тут, на тот баланс, конечно. Слушай, ну а что, чем ты их кормил? Они ели все, что кушают наши дети. Все, буквально. А, мгм. И даже пили хорошее вино, красное, типа как город. Вот давай на этом моменте остановимся. Как они пили? У них что, ты говорил, ребят, так, мы сейчас давайте сядем, давайте попьем У винца. каждой обезьяны была своя персональная кружка, А, ложка и миска. И и как, даешь... что потом? Как у них не кружилась голова? Нет, ну, бывало такое, да, получают такое настроение хорошее, расслабление. Но это бывало в зимний период, давали часто. И Понятно, когда холодно, да? время переездов из города в город. Или перелета долгого, допустим, лететь в Таиланд, на Филиппины. Это очень большое расстояние, в Америку. Вот тогда, конечно, они пили это вино. Это просто рекомендовано было еще моими учителями. Поэтому. Вот. Слушай, А скажи, пожалуйста, по поводу книги. Я книгу написал за где-то 4 года, так не спеша писал книгу. А самое сложное было ее назвать. Я 3 года мучился, как назвать ее. Вот не знал, как назвать ее. И вот думал, и вот придумал эту книгу «Профессия обезьяне папа». слушай, Это, ну гениально, ты знаешь честное слово. Мгм. да, вот А, так то есть это получилось. уже все. Вот она говорит, само название говорит уже, кто ты есть. Ну, Понимаешь? Как ты помимо себя... этой книги, у меня еще есть детские книги для детей до 5-6-летнего возраста. Я писал тоже их. Такие небольшие книжечки, цветные, яркие, хорошие. Там Антошка проснулся, Антошка учится. Вот в таком направлении все для детей. И я Думаю, правда спрашиваю есть. людей мнение, как ребенку очень нравится. И всегда просят, что эту книгу мама им перечитывала. Нравится. Ну, картинки и небольшие там добрые слова были написаны. Как здорово. Но Да. я знаю, что ты очень много и активно занимался еще гуманитарной вот деятельностью. Ты был в Международном фонде мира, да, ты со Да, своими вот, питомцами бывал в детских домах. вот В дело в том, что Владимир Никулин возглавлял фонд мира, и, конечно, для меня был это мой, как сказать, второй папа в жизни. И любая просьба его всегда была выполнена, потому что не только я, все любили его, и никто бы не отказал бы ему в хорошем, добром деле, тем более зная, что он делает только добро. И когда нужен детский дом, или, допустим, больницу для детей, тяжело больных, я этого не боялся. Никакого вируса, ничего. Я брал там не всю группу обезьян, ну, пару обезьян брал и шел в ту же больницу работать, в эти детские интернаты ходили, детские дома ходили и давали представление. Ну, вот ты объездил почти весь мир. Где вот лучше как-то вот какие впечатления, самые такие вот страны, где и публика была немножко другая, и Скажу честно, лучше российской публики я нигде не видел. серьезно? Да, честно. Почему? Что нас отличает? Ну, больше оваций нет. В Америке на ура на стол принимали. В Таиланде без крик, шум, все, на Филиппинах то же самое. В Дубае то же самое, в Арабских Эмиратах. Вот там родина обезьян, там полно обезьян. Вот они этого не видели, чтобы обезьяны танцевали танцы народов мира. И переодевание в костюмов
То есть каждый танец, он имел переодевание. Музыка менялась, трансформация, и мы работали в темпе. 25 минут шла работа без перерыва. Ну, это даже было 30, полчаса бывало, не больше. Ну, в общем, ты объездил весь мир. Скажи, пожалуйста, а если представится такая фантазийная у меня, вот, так сказать, идея, а вдруг правда все сложится, я в это очень верю. А если тебя пригласят в Курдистан, поедешь? Ну, это моя мечта. Почему Ну, моя мечта? Во-первых, мне здорово. хотелось познакомиться с местом моих предков, с местом Правда. нашего народа, изучить эту культуру, ту культуру. Все посмотреть своими глазами, конечно. Одно ты смотришь по телевизору, а другое, когда ты наяву это все посмотришь. Это же интересно, конечно. И там, ты знаешь, будет очень благодарный и благородный зритель, честное слово, я уверена. Даже там, где я давал свои спектакли, в любых городах, даже России, кто-то узнавал, что я по национальности курд, и там езид, у меня первые ряды всегда были заполнены моими земляками, потом закулисная тусовка. Классно. Приходят знакомиться, сфоткаться, подарками какими-то, обезьянам однозначно, какие-то фрукты, какие-то овощи, не знаю, тоннами. Я говорю, куда столько? Да. Ну, вот наш народ такой добрый. Я с удовольствием поехал. Это правда, свет добрый. Ну ладно. Да. Скажи, пожалуйста, ну вот я знаю, что среди твоих вот как бы номеров у тебя, значит, помимо того, что у тебя вот твои питомцы, они танцуют, танцевали самые разные танцы, грузинские и прочее. Жаль, что не было курдского танца, или был все-таки танец? Нет, там был такой небольшой отрывочек такой танцев, потом чуть животы мои переросли, и как-то это стало проблематично. Их Понятно. да, Понятно. репетиции работа шла ура-ура, но во время спектакля они начинали разбираться, кто кого любит. И Окей. это было типично. Ну, ничто человеческое им не чуждо было. Да. Да. Это была курдская драма, поэтому как-то кто-то успел это увидел. А так там было много танцев, и у меня были еврейские танцы, и цыганские, и испанские, и русские танцы, там, ну, грузинский танец был. Ну да. На ура исполнен, как Скажи, полагается. пожалуйста, я знаю, что вот в твоей программе был такой номер, как это назвать, номер, наверное, еврейская свадьба, да? Да, было. Прошло хорошо, никто там не начал говорить, что ты там этот самый Азис Аскарян натворил и вообще. Ну, прежде чем этот аттракцион, этот номер создавать, я накануне этого создания открывал еврейский культурный центр в Павловой роще. И я уже был знаком с раввином. И там же работают, служат мои там друзья, супруги, очень хорошие люди. Я говорю, я всегда делаю деликатно. Я подошел к раввину, я говорю, такая у меня есть идея. Как вы смотрите, если я сделаю такой эпизод, ну, такой небольшой отрывок номера еврейской свадьбы, вы будете против? Он говорит, нет, почему? Конечно, будет хорошо. Даже евреи будут вам давать за это деньги. Он меня подбодрил и дал добро. Я с композитором Мишей Кимяном. Миша написал шикарную, хорошую музыку. Мы создали этот аттракцион. Хочу добавить, с тремя орангутанами. Это впервые вообще в российском цирке, чтобы орангутаны были на манеже цирка. Их никогда не было в жизни. Это правда, да. Я их первый ввел в манеж, я их первый показал нашу московскую зрителю. Вот. И репетиции пошли успешные. Потому что это оригинальные обезьяны, они такие разной комплекции. И даже на эту репетицию приходили мои друзья, вот те же евреи, помогали мне с традициями. Я же не все мог знать, что надо сделать, как надо делать. Я изучил книгу их, все. Потом появляется какая-то заявка на Петровку, что два там господина из национальности евреев подали на меня какой-то типа иск, что цирк на бульваре, артист такой-такой-то изображает у обезьяны евреев, это как бы неправильно, это незаконно, и нам приходит цирк два следователя, кабинет Максиму Никулину, а тогда была жива вдова Юрия Владимировича Никулина, Татьяна Николаевна.
Меня вызывает, и режиссера вызывает Наташу Маковскую, кабинет. Ну, люди, сидят люди, познакомьтесь. Вот так и так. На вас заявление, что вы нарушаете такой-то вопрос. А Татьяна Николаевна Какой говорит, вопрос? Какой нарушаете? национально, как вы с издевкой. Понятно. Да. А Татьяна Николаевна говорит, поймите правильно меня. Я чистокровная, говорит, еврейка. Мгм. Если это было незаконно, неправильно, я бы первое об этом не запретила бы делать. Первое. Во-вторых, это же юмор. Вы пришли в цирк смеяться, радоваться. Тогда даже грузины, цыгане, армяне подавают на нас в суд. Мы же изображаем танцы народов мира. Мы никого не оскорбили, никого не обидели. Так что Ну да. суд. Скажу честно, суд они проиграли. Проиграли суд, и никто ни копейки никому ничего не дал. Смешно было. Ну да, вот именно. Большая масса людей еврейской национальности, они мои друзья. Они дали добро, они приходили по 100 раз смотреть, получали удовольствие. Ничего плохого в этом не было. Абсолютно. Мгм. Люди хотели заработать денег, но у них не получилось. Да, вот именно, да. Хотели сорвать. Да. Скажи, пожалуйста, ну, я знаю, что одна из твоих питомиц, или это был мальчик, не знаю, как его звали, был вот даже, я видела, встречала вот в медийном, в каких-то журналах, я не знаю, бывший президент Борис Николаевич Ельцин с Да, одной из твоих... Что это да. было? Вот Ну, это там прям любовь какая-то, химия Нет, не возникла. это вот Никулин меня вызывает к себе, говорит, завтра День города Москвы. Я тебя очень прошу, возьми не у всех. Одного любимого свою обезьяну возьми с тобой и пойди просто как бы от нашего цирка. Мгм. И на Тверскую улицу перед трибуной с ним пройди, там просто потанцует, там улыбается. Конечно, я знаю, что делать. Я и пошел. Мы идем мимо трибуны, где сидел Борис Николаевич и все наше правительство. Ко мне подходит Юрий Михайлович Лужков, уже мной знакомый человек, который очень любил мое шоу и посещал его очень часто со своими девочками, дочками маленькими. И он говорит, пойдемте, говорит, Борис Николаевич очень хочет обезьянку близко посмотреть. Да. Мне неудобно. Говорит, что неудобно? Пойдемте вместе. Мы подходим к трибуне, подошли к Борису Николаевичу, и Микки подошел к нему, обнял, как старого знакомого, стал его целовать, обнюхивать. Я, честно признаюсь, не знал, что президент гримируется. Не знал, честно. Ну, телевидение, камера, конечно. И потому у него, оказывается, какая-то была специфическая болезнь по коже, и А, были какие-то помехи на коже, и его покрывали специальным кремом. А так. для обезьяны, он же его обнял, он целует, он чувствует, что что-то не то. Он взял его, стал своим пальцем скребать его с лица, у него это грим. Мгм. Дает мне понюхать. Я говорю, ты что делаешь? Нашелестует так-то тихо, для уха. Он руку опускает, опять понюхал и взял на Бориса Николаевича и все это помазал на костюм. Борис Николаевич, конечно, засмеялся. Супруга его стала ржать, смеяться. Ну, это все смотрел Юрий Никулин в кабинете, сидя, все смотрел. Ну, и Мгм. так прошло на веселе. Всем понравилось, что Всё прошло нормально. обезьяна была на руках у президента Российской Федерации. Да. А Никулин мне говорит, зайди ко мне, ты такой натворил, да, ты что натворил, говорит, твоя обезьяна, говорит, такое себе позволила, говорит, сейчас и тебя, и меня уволят с работы. Почему? Ну, как она разоблачила президента, что у него там налетело грим. Понятно, понятно. Это был юмор, конечно. Мы посмеялись с обои, попили кофе и пошли по домам. Мгм. Прошел такой день. Было такое, да, было. Скажи, пожалуйста, вот мы вспоминали Надя, Надя Ширай и вот ты. А вообще вот я просто не в курсе, кроме тебя и кроме нее, вообще вот в цирке ты знаешь еще какие-нибудь курдские имена? Кто-то есть еще? И есть, точнее, прости меня, ушел из жизни молодой парень, очень, очень красивый парень. Это был такой Руслан Садоев. Так, Его папа работал воздушным гимнастом в коллективе грузинском цирковом. так. Потом папа молодой, симпатичный, женился на русской девушке.
Мгм. Родились у него двое детей, дочка и сын. Дочка типично наша девочка, такая кудрявая. Курдянка. Да. Руслан получился очень красивый парень, на самом деле красивый парень, породистый и талантливый. Они, Тоже худ. к сожалению, его не стало буквально как 3 года назад. Они создали шикарную работу, жонгляж на лошади. М. Брат с сестрой. Там такая была красивая картинка, это долго объяснять, это надо видеть. И вот это внешний вид этого парня, этой сестры красивой. И такая вот романтика, любовь на манеже, что, вот я говорю, они тоже завоевали лучший приз Монте-Карло, и призы были во всех фестивалях. Ну вот, к сожалению, молодой парень ушел из жизни 3 года назад. А что случилось? Ну, Ну какая-то да, была непонятная версия, понимаете, я не хочу даже это озвучивать. да, ладно, все, да, да. Ну, Вот, а вот да, я слышала еще, а что кто-то больше вот. не знаю никого, потому что кроме Назир Ширай, А, это вот он, да? Вот вот, на да, картинке. вот он, да, красавец, Мгм. красавец, парень, да. Понимаете, вот кроме него, вот, сестры и папы его, ну, и вот я в цирке был, ну, Назир, Александра Ширай была еще, Ну, уникальная, она уникальная, да. очень жаль. Может быть, вот как-то, я не знаю, ну, среди твоих родственников или еще что-то, кто. То есть Нет, династия, вот я так хочу сказать, получилось, что, так получилось, что у меня младший племянник был неплохим гимнастом, хорошим гимнастом, что-то мечтал, как и дядя, то есть я создал хороший номер под хорошую музыку, все было хорошо, но почему-то он поработал несколько лет и захотел и ушел из цирка. ну, Да, бывает. Ну, да, в конце концов, имеет право, правда? Правда. да. Тем более он заканчивал тоже ГИТИС, как и я, и получил образование режиссерское, цирковое, все. Вот не захотел, мечтал, плакал, хотел, я помогал ему, естественно. И когда я А помню, вот, допустим, ты не в курсе, может, где-то, ну, в цирке, там, Грузии или там, я не знаю, за границей, ну, то есть вот слово курдский артист или там, я не знаю что, вот этого такого. не было. Этого не было. Потому что, ну, как-то его воспринимал наш коллектив как родного человека. И он сам создавал себя, он сам. Он никогда не был в спорте, но он был очень сложен. Красиво, Это ты красиво. говоришь о ком? О моем племяннике, говорю. Так, ну, Вот. И помню, когда мы под музыку Дживана Гаспаряна создали этот аттракцион, вот номер, точнее, воздушного гимнаста, зал стоя аплодировал ему. Стоя. Ну, вот не а знаю. сейчас он как бы, ну, все хорошо? Нет, все Не хорошо, жалеет? но ушел из цирка просто. Он ушел из цирка. Ну, понятно, да. К сожалению, уже. Ну, может быть, знаешь, так случится, я бы очень хотела, чтобы ты когда-нибудь поехал в Курдистан, когда-нибудь жизнь, она долгая, хоть и короткая, может, там что-то. Я очень повторяю, я поехал посмотреть, просто интересно же. Вот, Знаешь, вот вот, я очень много и давно, так сказать, занимаюсь вообще, ну, интересуюсь все, что имеет отношение к курдам. Даже для меня стало великим открытием столько новых имен, талантливых, столько исполнителей, такое количество режиссеров, артистов театра и кино, как у курдов сегодня, они да, участвуют во всех международных фестивалях, получают заслуженные награды. И это меня, ты знаешь, вот если бы не читать, не знать, да. Конечно, много не знаем, конечно, много не знали, но оказалось, что наш народ очень талантлив в самом деле. Да. вот фантастически талантлив, с таким багажом каким-то и с таким каким-то, ты знаешь, ощущением, ну, можно многое знать и как-то по-другому реагировать. Вот у них восприятие мира в себе и себя в мире, оно какое-то вот для меня абсолютно высокого, вот, Да, конечно, смысла, я может согласен. быть. Да. Слушай, вот один вопрос, который я все думаю, задать тебе, не задать, ну вот, да, задам. Ну, ты, наверное, знаешь, поскольку всю жизнь варишься в цирке, последние годы, ну, мир очень изменился, и он стал, несмотря на вот все сумасшествие, которое мы проживаем и переживаем, он стал, ну, более гуманистическим. И проблема, так сказать, вот эксплуатации животных в Цирк, цирке, ну, цирков. это очень острая проблема, да, мир раскололся буквально на две части. Зооактивисты
и те, которые считают, что ничего страшного не происходит. Вот твое мнение. Мое мнение, я очень часто с этим сталкиваюсь, потому что ко мне обращались неоднократно журналисты, телевизионные журналисты. Ну, я давал интервью, вот мое мнение. Я скажу честно, что, конечно, очень много преувеличено. Потому что, Думаю, зная одну историю прекрасно, это большая моя жизненная практика, как живут животные в цирках, это фантастика. В в каком плане? смысле, что? Как в санатории живут? Они живут, во-первых, больше, чем живут на воле, по возрасту. Они питаются очень хорошо. Артист, кто с ними занимается, дрессировщик, он понимает, что кормилец – это животное. Оно никогда не будет ни голодное, ни ушемлено, понимаете? Поэтому странно, что они защищают животных в цирке. А почему не защищают они животных там, в тайге, в лесах, где их истребляют пачками? Вот это жалко. Ну, это вообще большая проблема, ты же понимаешь. Человек и природа, человек и животные, это вообще, так сказать, мы совершаем очень много, ну, подлого в отношении природы и Согласен. фауны. Вот, просто по факту, скажу честно, что даже вот мои обезьяны, которые попадали мне в руки, да, у меня были конфискованные животные через таможню, все. У животных, особенно обезьян, феноменальная память. Когда они попадают в руки к человеку, они же помнят первые глаза первого убийцу, кто убил маму, отбирая этого малыша. Это чернокожие товарищи, которые живут там. Когда приходят на спектакли негры, меня уже предупреждают мои билетеры прекрасные, я очень благодарен, что сегодня в зале есть негры. Тогда я вожака моего большого беру на привязь, постраховаться, потому что они готовы порвать именно вот этих людей. У них память остается, как у любого ребенка, на всю жизнь. И повторяю еще раз, цирки над ними не издеваются, а наоборот. Но тем не менее, понимаешь, так сказать, вот, ты понимаешь, в чем дело? Ты такой, и это видно у тебя, вот видно по твоей даже вот конституции, ты такой. Но, слушай, ну не просто так научить, допустим, тигра прыгать вот это кольцо, которое горит. Ну, что, как-то надо. Нет, там идет, конечно, подкормка. Вот там нет такого насилия. Потому что невозможно тигра наказать, потому что он тебя порвет в секунду. Секунду. Там просто надо как-то... Ну хорошо, тигра невозможно, но, допустим, слона научить плясать на одной ноге. Ну, Ну, слоны, они же считаются в Азии как домашние животные практически. да-да-да. Вот эти домашние животные, кстати, в Таиланде над ними очень хорошо издевались люди. Ну, в общем, Ну, проблема есть. Согласен, что она есть. Да, я извиняюсь. Есть, ну как, семья не без уродов. Есть такие негодяи, которых назвать их артистами просто даже нельзя. Нельзя. Никакого. Я такими встречался, к сожалению, встречался. Я первый поднял шум, Вот. бывало. Из-за этих людей, одного, двух, трех, вот страдают больше массы людей, которые любят и целуют своих животных во все места. Вот в самом деле. Ну, понятно, да. Понимаешь, в чем дело? Я, конечно, понимаю, что цирк – это прежде всего аттракцион с животными. Потому что все остальное не так, ну, не так живописно, не так как-то зрелищно. И именно животные дают аншлаги, именно животные дают кассу, правда? Потому Может, что да. мы приходим со своими детьми. Создается номер. Да, да. Вот. Но, тем не менее, ты же тоже знаешь, что в мире сейчас очень много государств, которые отказались вообще от животных. Я думаю, что у нас Например. тоже к этому все идет, мне кажется. Идет, да? Идет. Ну, к этому идет, сейчас как бы ничего нового не создается. Абсолютно, это правда. То, что есть уже. Потом другая история. Вот взять сейчас животных, которые уже в цирке прожили по 15-17 лет, а больше. Что с ними происходит? Вот поэтому они должны дожить в цирке, а куда им деваться? Их только отпусти в лес. И их забрать уже, их же... Нет, ну какой лес? Господи, их съедят, если не животные, так люди съедят. Вот я говорю про это. Поэтому непонятно, что происходит. Все кричат, бьют груди себя, а никто реально ничего не предлагает. Никто, понимаете? Смотрите, что в тайге творится. Миллионы этих китайцев вырубают, леса вырубают, наших животных
лапы медведей, медвежат, тигрят. Да-да-да-да, это ужасная проблема, катастрофическая, просто А пускай, гнуснейшая. пускай придут в Китай, кто-то из нас, и одну ихнюю панду уничтожит. Да эту Вот, семью взорвут, да. взорвут. Они Они же здесь... никому не продают своих панд. Нет, Панда нет. всегда их собственность. А надо же, даже в Москве отдали в аренду на 15 Да, лет. Так они контролируют их постоянно. Каждую неделю привозят им корм из Китая. И весь доход практически уходит к ним в карман за панк. это да, это так. Вот мне очень интересно, мы с тобой говорим о таких вещах, интересно, кто нас слушает, наша аудитория, им это интересно или это все вот. Ну, Рисуется. для меня это очень важные, ты знаешь, вопросы, поэтому я решила, Большой что мы вопрос, с тобой конечно. должны об этом тоже Да. поговорить. А чем ты занимаешься сейчас? Ну, сейчас как бы я больше отдыхаю, занимаюсь своим дачным домом. Заслужил. Ну Ну, да, ты да. даешь еще, да, там вот что-то Ну, где-то. есть у меня два молодых товарища, которым помогаю создавать их номера. В Мгм. качестве режиссера помогаю, да. Это Здорово, да. очень хорошо. С кем ты из вот, ну, поскольку у тебя была такая яркая жизнь, такая насыщенная, так много людей известных, ты же дружишь с очень многими, ну, известными российскими артистами. Ну Вот да. иногда попадаются мне твои фотографии там Шифриным, ну, Ну, кто еще там, Дубай, очень много. мы дружим уже очень много лет. С Кларой Новиковой дружу. С Дубай Так, я дружу. Проще назвать кого я не знаю. да, точно, да, точно. Да. Это Ну, винограды. а вот скажи, давай же вернемся к твоим питомцам. Слушай, они вот как бы ревновали тебя, вот чувствуешь, что у тебя есть любимчики, или там вот, или Конечно, как это происходило? они очень ревнивые, конечно, они очень ревнивые. Они всегда пытались показать, доказать мне, что они меня больше любят, чем кого-либо. Мгм. Хоть мои помощники всегда с ними 24 часа, но стоит мне появиться в том же обезьяннике, они готовы были им порвать ноги и руки в присутствии меня, чтобы доказать, что мы, папа, любим тебя любим больше, чем их. Вот Как такого, трогательно это. да. Ну, вот бывало, вот, допустим, во время представления какая-нибудь обезьяна, ну, она вот уперлась, и вот не хочет она делать то, что ты ей, так скажем, станцевать цыганочку или еще что-то. Вот такое бывало? Норм свой показывает? Бывало. Даже во время работы в манеже, на публике бывало, но я же для этого как бы являюсь артистом. Я Ну пытаюсь да. красиво преподнести, что так должно это было и быть. Я не акцентирую что-то, потому что давай сделай. Этого нет у меня. Я пытаюсь подыграть, сделать вид, что так должно было случиться. Ну да. А что сейчас с ними? Где они, твои питомцы? Ну, сейчас их нет, к сожалению. У меня была страшная трагедия. Постигла нас вирусная инфекция. Они стали просто из жизни уходить. Да ты что? Да, мы работали... Какая-то особый, какой-то вирус или не скажи ковид? Нет, Это ковида не было тогда. Тогда не было ковида. Даже делали вскрытие, патологоанатомы. и что? Не могли найти настоящую причину их смерти. В смысле, от чего это могло быть. Но вирус был серьезный. Он на всех повлиял в животных. Так, Мгм. То поэтому есть за животные... ними тоже нужен особый уход и вообще очень много Это внимания. страшное дело, когда они покидают тебя, и все это как дети, ты их вырастил, ты их выненчил, это твое родное, это дети. Да. Потеря их – это страшная трагедия. Да, Для меня, наверное, ты знаешь, я точно тебе вот абсолютно согласна с тобой. Э, да. Вот, слушай, ну вот да, прожив такую жизнь, такую интересную, насыщенную жизнь, в таком контакте тесном с животными, знаешь, вот как тебе кажется, эм, можно ли вообще вот в семье вот эту любовь передать, вот объяснить своим детям, потому что, ну, часто бывает, что дети отвратительно относятся к животным. Вот Я, что, как должны, да? Надо ли иметь в семье животное, кошку, собаку, птичку, не знаю, хомяка или еще что-то? я считаю, что даже нужно какое-то животное, чтобы дома жило, или птица, или аквариум. Надо с детьми работать.
объяснять, что это наши младшие братья, и как-то нельзя их обижать. Если это ребенок будет это смотреть, за ним ухаживать, а вы как старший за ним будете контролировать, то я уверен, что этот ребенок вырастет нормальным человеком. Он никогда плохое не сделает и не будет злым человеком. Никогда не будет. Надо А с знаешь, юные годы это внушать ребенку. это правда, это правда. Я тебе хочу сказать, что в Курдистане очень популярны, многие держат, всяких, знаешь, экзотических птиц. И самых разных. И это настолько там популярно, люди просто вот в этом, так сказать, вот находят свое какое-то, свое хобби. Очень часто по телевизору показывают, как, допустим, в каких-то маленьких городках, деревнях и в Эрбиле, вот с удовольствием они, так сказать, занимаются и причем соревнуются. У одного есть вот такой вид этой птицы, у другого. В общем, как-то, ты знаешь, я к чему это тебе рассказываю, что, ну, вы, вот есть там, вот в этом народе, вот это понимание, и бережного отношения к природе. И они Конечно, как-то конечно. очень, да, очень за ними следят и очень в этом как-то очень активно Я только, участвуют. я только это поддерживаю. Потому что я, как маленький ребенок, хотя уже взрослый уже, да, мечтаю доделать свой дом загородный, и у меня там хороший кусок земли такой с лесом. Я мечтаю даже приобрести туда павлинов. Ну, минимум 6 штук. 6-8. Павлинов. Да, это символика нашего народа. Да. Они, правда, очень сильно шумят, орут сильно, но мне это очень Это нравится. поразительно, как они шумят. Я, кстати, где-то в Доминикане, по-моему, я обалдела от этих прелестных птиц, которые издают такие страшные звуки и вопли, да? Да. Это не очень неприятно. Ну Поэтому да. такая мечта у меня тоже есть, как сделал Ну такой. здорово, да, здорово. Гуляли по Мгм. участку, как по своему дому. Да. Ну хорошо, пригласишь, когда павлину заведешь. Обязательно. Я, Ладно? конечно, приглашу, конечно. Слушай, ну мне так было приятно с тобой пообщаться. Очень здорово, что вот как бы мы так встретились в прошествии стольких лет. И ты рассказал, я думаю, что все-таки это было интересно нашим зрителям. Пусть эта передача была не посвященная там чисто курдской проблеме или это самое, но говорить надо нам о разном, о многом. Много. И выслушать Я жизни. да, это Очень важно. точно. Ну, Я так что, думаю, что нашим зрителям было очень интересно с тобой вот пообщаться и узнать о тебе. слава Может, богу, жив-здоров. да? Живу. Слава Что? богу, здоров. Жив-здоров. Да, и надо продолжать, знаешь, от нас многое зависит. Конечно. Надо задать себе цели и, в общем, как-то это самое. Мы Себя. живем в очень неприятное время, ну, неприятное, в очень непонятное время, скажем так, и эту реальность нам надо принять и как бы вот в ней существовать. Согласен, Э, согласен. Может быть, у нас была короткая с тобой встреча и разговор, но мне очень хочется надеяться, что все, что ты рассказал, это было понятно, приятно всем, кто нас слушал. И, может быть, кто-то рядом с собой посадил своих детей и внуков, потому что, ну, надо знать, вот, что есть такой у нас Азиз Аскарян, народный артист России, человек, который посвятил себя такому благородному делу, в общем, ты посвятил себя не профессии, ты посвятил себя любви животным, правда? Вот это самое главное, что тебя отличает. И знаешь, вот эта любовь у тебя на лице, оно абсолютно, ну, как тебе сказать, светлое у тебя лицо, понимаешь? Вот ты ничего плохого не способен сделать. У меня такое впечатление. Я очень рада, что есть такие, как ты, Спасибо. и я Спасибо. желаю тебе и здоровья, и всех благ, и всем, кто нас слушал, Желаю вам здоровья, всем нашим близким здоровья желаю. да, и Были всей живы, здоровы, нашей родине далекой, чтобы там все сложилось. Там сейчас чтобы не мир очень заселяет. хорошая пора. Да. Я очень надеюсь, что все там сложится, и мы с тобой еще туда поедем. С удовольствием вас. Да, вот. И я Поедем. тебя обнимаю крепко, мой дорогой, и спасибо огромное Маруфу. Дорогие друзья, Вам отдельное спасибо спасибо. за внимание, за, так сказать, вот, за то, что вы нас слушали и смотрели. Всех обнимаю. Пока. Спасибо. Спасибо, дорогая. Пока, пока, До пока. свидания. Пока. Спасибо. Спасибо.